Верховенство права подразумевает защиту прав каждого человека, независимо от статуса и социального положения, а доступ к правосудию является его основным принципом. При отсутствии доступа к правосудию люди не в состоянии защитить свои права, вести борьбу с дискриминацией, получать качественные услуги по защите своих прав и добиваться того, чтобы их голос был услышан. Практика показывает, что права уязвимых групп населения наиболее подвержены риску, и они часто сталкиваются с непреодолимыми барьерами на пути их осуществления. Основной целью проекта ПРООН и МИД Финляндии «Расширение доступа к правосудию в КР» является улучшение доступа к правосудию и расширение правовых возможностей уязвимых групп населения. Первая фаза проекта осуществлялась в период с 2014 до 2018 года с общим бюджетом в 2 миллиона евро и охватил Чуйскую, Ошскую области, включая города Бишкек и Ош. Целевыми группами проекта являются сельские женщины, дети, молодежь в группе риска и лица с инвалидностью. В самом начале нашего проекта мы проводили исследование, которое называлось «Доступ к правосудию для наиболее уязвимых слоев населения Кыргызской Республики», который показал, что уровень правовой грамотности среди населения очень низкий. Особенно очень низкий уровень среди сельских женщин, молодежи в группе риска, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Представители уязвимых групп населения не могут защитить свои права вследствие некоторых основных причин, в том числе незнание своих прав, отсутствие квалифицированных юристов в сельских и отдаленных районах республики, отдаленность от мест, где они могут получить юридические услуги, многие вынуждены проводить целый день в пути, чтобы получить консультацию юриста от 5 до 18 километров. Высокая стоимость юридических услуг и представительства. Отсутствие правоустанавливающих документов, таких как паспорт, свидетельство о рождении, о браке и другие. Для обеспечения права на равный доступ к системе правосудия в первую очередь необходимо, чтобы государственные органы и органы правосудия защищали права уязвимых слоев населения, предоставляли доступные, эффективные и качественные услуги для расширения правовых проблем, а уязвимые группы населения знали и осуществляли свои права. Для достижения поставленных целей были проведены комплексные и разносторонние мероприятия совместно с партнерами проекта. Законы должны адаптироваться меняющимся миру и культуре, служить интересам граждан. По сути, верховенство права подразумевает равенство всех без исключения перед законом. Важным достижением проекта является принятие 3 законов по улучшению прав уязвимых слоев населения. Закон о гарантированной государством юридической помощи. Одно из важных новшеств закона – введение права на получение квалифицированной юридической помощи по гражданским и административным делам. Закон по охране и защите от семейного насилия. В законе предусмотрены такие новшества, как создание специального отдела при МТСР по предотвращению семейного насилия, создание коррекционной программы для виновников домашнего насилия, создание кризисных центров по всей стране и другие. Закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. Направлен на исключение в законодательстве норм, ущемляющих права ЛОВЗ, в частности, было введено право на факсимильную подпись, определен статус сурдопереводчика. Закон этот инициировал я. Большое спасибо по проекту ПРООН, который с помощью экспертов они разработали, все написали очень грамотно. Мы прописываем, кто такие сурдопереводчики, в каких случаях государство должно оплачивать работу сурдопереводчиков. Кроме того, проектом оказано содействие Министерству юстиции КР в разработке и реализации концепции по повышению правовой культуры населения на 2016-2020 годы. Повышение правовой культуры населения через систему правового обучения и воспитания в мировой практике признается более эффективной и успешной по сравнению с ужесточением наказания за несоблюдение правовых норм.
Одним из основных составляющих проекта является оказание поддержки формальным и неформальным институтам правосудия в предоставлении и улучшении качества юридической помощи, в частности для уязвимых групп населения. Совместно с Министерством юстиции за 4 года были созданы 11 центров по предоставлению бесплатной правовой помощи в Чуйской и Ошских областях страны. Центры предоставляют юридические консультации независимо от социального статуса, возраста, гендерной или этнической принадлежности. С 2015 по 2017 годы 11 центров бесплатной правовой помощи оказали более 9 тысяч правовых консультаций для более 8 тысяч человек. Проект оказал поддержку в создании центров по расширению правовых возможностей при 4 айлыкмөтү в Ошской и Чуйской областях. По результатам деятельности 4 центров 1842 человек получили более 2000 правовых консультаций. На протяжении 2 лет по Ошской и Чуйской областям курсирует автобус солидарности для предоставления бесплатной юридической помощи местному населению. Квалифицированные юристы посетили 173 айлыкмөтү и оказали более 7 тысяч правовых консультаций для более 6 тысяч граждан страны. Мобильные консультации охватили регионы с населением более 2 миллионов человек. С целью создания возможности обращаться к руководству Министерства труда и социального развития общественные приемные ведомства в городах Ош и Бишкек были технически оснащены для проведения видеоконференц-связи. Еженедельно по вторникам с 9 до 10 утра жители Ошской области могут задавать вопросы напрямую министру и его заместителям. За 2016-2017 годы общественные приемные оказали более 4000 правовых консультаций. По данным базового исследования, одной из причин нарушения прав уязвимых групп населения является отсутствие правоустанавливающих документов, таких как паспорт, свидетельство о рождении, о браке и другие. При содействии проекта были организованы мобильные визиты Государственной регистрационной службы по документированию и правовому консультированию населения. За 2015-2017 годы было оказано более 2000 правовых консультаций, более 4000 человек получили документы. Обеспечение эффективного функционирования национальной системы бесплатной юридической помощи требует активного участия не только государственных органов, но и центров правовой помощи гражданского сектора и неправительственных организаций. В целях оказания содействия формированию негосударственной системы бесплатной юридической помощи проектом оказана поддержка организациям гражданского общества. Неправительственные организации оказали более 10 тысяч правовых консультаций. По итогам работы всех компонентов проекта на протяжении 4 лет было предоставлено в общем 35 786 консультаций для 33 492 человек. Приведенные данные на первый взгляд могут восприниматься банальной статистикой. Однако необходимо понимать, что за каждой цифрой стоят человеческие судьбы. Многодетные матери не в состоянии отстоять свои права, вынужденные терпеть насилие. Граждане, которые не могут оформить свои дома, получить земельные доли, документы. Лица с инвалидностью в сложных условиях для нормальной жизнедеятельности. Я, Сагынбеков Замир, живу в этом селе. Старший сын Сагынбеков Азамат умер в 2012 году. Хотел продать его земельную долю и использовать эти деньги на жизнь, так как пенсии не хватает. Мне нужно было взять свидетельство о смерти сына. Обратился в ЗАГС, но там мне сказали, что этот вопрос решается через суд. Мне сказали, что я должен нанять адвоката. Для адвоката не было денег. Мне подсказали, что могу обратиться в Центр бесплатной правовой помощи. Благодаря им я смог довести дело до конца. Простым людям, как я, необходимы такие услуги. Люди, которые бесплатно дают консультацию, направляют, помогают. Я принимала участие на собрании, организованном проектом ПРООН. При их помощи я получила документы на внука и дочь. У меня была невестка, которая ушла, оставив у нас 1,5-годовалого и годовалого ребенка. Я не знала, как тогда поступить. Вопрос не решался. Но, слава богу, проблема на стадии разрешения. Теперь я оформлю опекунство на ребенка. Я ведь должна опекать брошенного ребенка.
На сегодняшний день в Кыргызстане проживают более 178 тысяч лиц с инвалидностью. Их число, к сожалению, продолжает расти. Существует много барьеров для обеспечения полноценной, достойной жизнедеятельности на равноправной основе. Это проблемы физической доступности инфраструктуры, зданий, общественного транспорта, проблемы информационной доступности, а также проблемы, связанные со стереотипами, отсутствие единой программы по инклюзивному образованию и многое другое. Для принятия комплексных, всеобъемлющих и системных мер на государственном уровне гражданское общество активно выступает за ускорение процесса ратификации Конвенции о правах инвалидов. Одним из компонентов проекта является содействие процессу ратификации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, а также расширение правовых возможностей уязвимых групп населения. 4 здания суда оснащены элементами доступности для лиц с инвалидностью, построены пандусы, установлены аудиоинформаторы, информация на шрифте Брайля. Рабочая группа разработала план действий и финансовые расчеты внедрения Конвенции в Кыргызской Республике. План действий включает 157 мероприятий в течение 10 лет. Нужно отметить, что данный документ является готовой дорожной картой для страны после ратификации Конвенции. Организовано более 20 круглых столов по ратификации Конвенции о правах инвалидов во всех областях республики. Направлены обращения в парламент, в аппараты премьер-министра, президента. Прошли подготовку с юридическим уклоном 36 сурдопереводчиков для оказания поддержки лицам с нарушениями слуха в защите своих прав. С целью предоставления информации в доступном формате, а также для формирования толерантного отношения населения к проблемам и нуждам лиц с инвалидностью при поддержке проекта был введен сурдологический перевод в вечерний новостной блок ОТРК. Проведены широкомасштабные акции «От сердца к сердцу», республиканская конференция «Равные права, равные возможности». Опубликованы сборники правовых актов на шрифте Брайля в аудиоформате на кыргызском и на русском языках. Принят закон КР о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам прав и гарантий лиц с инвалидностью. При поддержке проекта была проведена плодотворная работа по информированию населения. Создано более 1000 медиапродуктов о жизни и деятельности, об успехах, нуждах и правах лиц с инвалидностью. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. В целях расширения правовых возможностей были организованы обучающие тренинги по правовой тематике, в которых приняли участие 1417 человек с инвалидностью. Сегодня проблема защиты прав остается актуальной, так как уязвимые слои населения чувствуют себя в зоне постоянного риска и не уверены в возможности отстоять свои права и свободы, даже обеспеченные законодательно. Для того, чтобы пользоваться своими правами, необходимо их знать и только потом их защищать. С целью расширения правовых возможностей, повышения правовой осведомленности целевых групп проекта были разработаны тренинговые модули по правам детей, молодежи, женщин, ЛОВЗ, а также методическое пособие, содержащее международные стандарты и этические нормы правосудия. Тренинговые модули были внедрены в 6 учебных центрах и высших учебных заведениях страны. Для улучшения качества правовых услуг 1896 представителей официальных и неофициальных органов правосудия прошли обучение по правам уязвимых групп и доступ к правосудию. 3946 представителей целевых групп проекта прошли обучающие тренинги по реализации и механизмам защиты своих прав. Проведение информационных кампаний, повышение правовой осведомленности населения через СМИ и интернет-ресурсы является еще одним из важных компонентов проекта. Проектом были использованы различные формы и методы информирования населения, в том числе с применением современных интернет-технологий и с учетом возможностей и потребностей целевых групп.
Разработано мобильное приложение Центрального банка данных правовой информации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики под названием «Законы Кыргызской Республики». База данных содержит более 80 тысяч НПА страны. На конец декабря 2017 года было зарегистрировано более 51 тысяч скачиваний и более 7 тысяч уникальных пользователей приложения. Разработаны открытые данные Центрального банка данных правовой информации. С использованием открытых данных в 2016 году программисты разработали 11 мобильных приложений для кодексов КР. Также Центральный банк данных адаптирован для пользования лицами с инвалидностью, в частности незрячими. Создана возможность пользоваться ресурсом в режиме офлайн. Впервые в Кыргызстане создана интерактивная веб-карта провайдеров юридических услуг. Карта содержит адреса, графики работы, контакты всех государственных и негосударственных поставщиков юридических услуг по всей территории Кыргызской Республики. Веб-сайт и Facebook-страничка «Доступ к правосудию» набрала более 2900 подписчиков и стала хорошей платформой для дискуссии, продвижения идей и распространения информации. С целью распространения правовой информации среди жителей отдаленных районов страны была выпущена газета «Эхо права» тиражом 90 тысяч экземпляров. В газете публикуются материалы о наиболее актуальных правовых проблемах местного населения, о механизмах защиты прав, контакты правовых центров и другая полезная информация правового характера. Организованы конкурсы среди школьников «Правовая культура через уличные театры», которые стали самым эффективным и действенным методом повышения правовой культуры населения. Организован конкурс среди работников Центров бесплатной юридической помощи под названием «Блог адвоката». Уникальность конкурса заключается в том, что блоги писали юристы, адвокаты, госнотариусы, которые ежедневно занимаются решением правовых проблем местного населения. Конкурсанты в своих материалах писали о самых актуальных правовых проблемах, о различных историях, взятых из реальной жизни людей, предлагали пути их решения и предупреждения. Также организованы конкурсы среди пользователей социальной сети по созданию видеоматериалов на тему «Правовая культура в КР», среди журналистов по созданию медиаматериалов на тему «Доступ к правосудию». Создано большое количество медиапродуктов, охвативших более 2 миллионов человек. Созданы 60 социальных роликов, 89 телепередач, 546 онлайн-материалов, 122 газетных статей, 53 радиопрограмм. В этом видеоматериале мы рассказали вам об основных результатах и достижениях проекта. Можно с уверенностью говорить о масштабном эффекте в обеспечении равноправия и доступа к правосудию в рамках государства. Однако для обеспечения устойчивости достигнутых результатов предстоит сделать еще многое. Проект ПРООН и МИД Финляндии «Расширение доступа к правосудию».